Итак, ассаламу алейкум. У нас очередной эфир. Э, Я никак не могу поймать определенное время, определенный день недели, чтобы вот планомерно проводить эфир. Если бы я был блогером, наверное, у меня стандартно все это шло. Но ввиду того, что эта деятельность мне недостижима. Ну, особо я не тянусь к ней, поэтому эфиры у нас происходят от места к месту. Э, Так, подождем, пока люди присоединятся. Звук слабый, хулил, да, цонцана эвор. Звук декалешью. Звук должен быть хороший в любом случае. Так что соталантажим юразеву. Целиком и полностью посвящен Украине, чеченцам, войне и, скорее всего, вот, отношения, вот, которые сейчас развиваются в сети украинцев. Так, у нас небольшие технические проблемы со связью. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Так, вроде проблемы решились. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Подождем еще немного людей. Пусть присоединятся еще люди. И тогда мы начнем нашу основную тему. В общем, аж жуткая жара, 26 градусов. Мы просто горим под этой жарой. Но сейчас вечером у нас немножко дождь пошел, алхамдулилlah. Очень даже хорошо. С момента, как я опубликовал видео на своем YouTube-канале, обращаясь к Золкину и Карпенко, очень много комментариев поступило от того, что я вот успел прочитать, ну, вот эти комментарии. Я понял одну вещь, что украинский народ вообще не понимает и не знает, что чеченский народ прошел две большие страшные войны и более 25 лет сражался с путинской Россией, ну, с Россией, не с путинской, вообще с Россией сражался. Подавляющее большинство украинцев этого не знает. Украинских общественных деятелей, политиков, эти люди виноваты в том, что украинский народ не...
Так, теперь вроде должно быть хорошо. Олава, Харцамат. За эти 2 недели из-за провокации Золкина и Дмитро мне пришлось свое умение бороться с кремлеботами применять на некоторых недалеких украинцах. Вот что сделал Золкин и Карпенко. Вот что они сделали. Вот к чему приводит незнание истории, незнание предмета, которым ты занимаешься. Вот что происходит в 2000-х годах. Вот что происходит. И самое примечательное, я сегодня увидел видео от Карпенко, который он даже не собирается извиняться. Этот человек не собирается извиниться перед чеченским народом. Этот человек пытается, как уж я ответственно заявляю, чем больше Карпенко будет извиваться, тем сильнее он будет отворачивать от украинцев чеченский народ. А кроме чеченского народа, в этом мире, знающего, что такое Россия, другого народа ни одного нет. И вы, украинцы, идя на поводу у Золкина и Карпенко, делаете все для того, чтобы чеченцы от вас отвернулись. И вы думаете, украинцы, что э, делая, так, делая такие вещи, вы сможете победить, вы сможете сплотить народы в борьбе против России? Никоим образом. Это, это наоборот действует на руку Российской Федерации. Все, что вот чем больше вы будете поддерживать Золкина и Карпенко, тем сильнее Украина будет вязнуть и гибнуть. Сегодня даже те чеченцы, которые ничем не занимались, но всеми фибрами своей души были за вас, украинцы, сегодня эти чеченцы отвернулись от вас. А завтра утром нам придется отвернуться чеченцам, которые сражаются и помогают именно в боях, помогают вам бить российского оккупанта. И знаете, что говорят? Что как только перемирие наступит, а оно уже не за горами, что расходным материалом будем мы, чеченцы. То есть Россия нас будет запрашивать, Украина нас будет сдавать. Так, тут пишут, ты не прав, это не первый чеченец у него на канале. Они эту тему обсуждали уже давно, и все они знают. Ты просто не все его ролики смотрел, там уже этого было. Огромная работа, просветительская такая работа, больше она где работает на украинскую сторону, чем на... А украинцы, они пока сами через это не пройдут,
и сами не поймут все это. Они вот пытаются, то есть они пытаются соблюдать международное право, на которое Российская Федерация в 1994 году глубоко наплевала. То есть, не беря в расчет две чеченские войны, не беря в расчет более 25-летнее сражение чеченского народа с этой империей, украинцы пытаются наступать на те же самые грабли, на которые наступали мы, чеченцы. Далее я отвлекся, проект ушел, и вот тут появилось это видео, где без зазрения совести украинец, который ни одного дня не провел под оккупацией, ни одного дня не видел зачисток, ни одного дня не сидел под бомбами, ни одного дня не сражался за свою родину, украинец э, пытается унизить весь чеченский народ перед вот этим существом, кадыровцем, который задолго до того, как началась крупномасштабная война в Украине, задолго до того, как в 2014 году началась война в Украине, именно эти люди помогали Российской Федерации убивать чеченцев. И он вот перед этим, это все равно, что я часто привожу в такой крайний пример, чтобы вот было понятно. Но тут Карпенко задевает честь и достоинство целого народа. Целый народ сражался. Целый народ был подвергнут тотальной оккупации, тотальному геноциду, тотальному террору. Мы, чеченцев, буквально сегодня это было, буквально вчера это было. Мы все это очень хорошо помним. Это не было 100 лет тому назад. Это прямо сейчас. Самая последняя фаза оккупации чеченского народа – это коллективная ответственность. Ты в ответе за всех мужчин и женщин твоего рода, тейпа, токма. Если ты что-то сделал, если ты против России, если ты высказываешься против, то страдают все твои родственники. Этого украинцы сейчас, им этого не понять. Хотя, с другой стороны, у украинцев уже есть оккупированные территории. У них есть подразделения, которые воюют в составе Российской Федерации, Российской армии против украинцев. У них все это есть, но почему-то они этого не хотят видеть, а видят вот этого бедолагу. И пытаются посредством вот этого бедолаги облить грязью весь народ. Нас, чеченцев, задевает именно это. Где каждый чеченец сегодня вопрошает, где ты, конкретно ты, Золкин, Карпенко и другие украинцы, которые сегодня поддерживают Золкина и Карпенко, мы у них спрашиваем, где вы были, когда нас бомбили, когда нас зачисткой устраивали, геноцид устраивали. Где вы были все? Где вы были, когда весь мир от нас отвернулся, назвав нас террористами, отдав Российской Федерации на тотальное уничтожение? Где вы все были? Вот какой вопрос сегодня задает каждый чеченец. Мы этот вопрос не задавали вам до тех пор, пока Карпенко не попытался облить грязью весь чеченский народ. Мы не говорили это. Мы знали, что есть такое. Мы ничего вам не говорили, когда вы сдавали наших ребят, российской спецслужбы Российской Федерации. Мы ничего вам не говорили, когда пограничники, украинские пограничники, вели себя по-свински к раненым нашим, которым нужно было просто пройти через Украину, дойти до Австрии, до Германии. Мы ничего вам не говорили. Как только у вас беда случилась, та самая часть чеченского народа, которая выжила в этой бойне, одними из первых оказались в Украине и предложили бесплатно, как у нас это говорят, бисмилля, свою помощь. Некоторые из них
с 2014 года находятся на территории Украины. И мы все, и вы то, в том числе украинцы, помните, в каком положении они находились до начала крупномасштабной войны в Украине. И даже тогда мы ничего вам не говорили. Мы ничего вам этого не предъявляли. Абсолютно. До тех пор ящик Пандоры открыл Карпенко. Остановить теперь этих чеченцев, которые будут говорить, где вы были, где это, третье, десятое, украинцам предъявлять уже будет невозможно. И до тех пор, пока Карпенко не выйдет в эфир, как он сегодня вышел в эфир, записал видео, и не извинится перед чеченским народом, это будет не остановить. Ни в коем случае. Может, СПУ через Карпенко готовит украинское общество для того, общество до того, как мы станем разменной монетой. Вполне возможно. Вот видите, украинцы, вот какие вопросы возникают в умах у чеченцев, у рядовых чеченцев. Вот к чему вы подвергаете. А мы очень хорошо знаем, как работают спецслужбы, как они коварно, варварски работают, где ты действительно остаешься один на один с проблемой. Если с проблемами там, задержания, без вести пропал, или там, не знаю, тебя ранили, или что-то в этом роде. Мы уже прошли это. Мы с 94 года находимся на военном положении. Вы только начали. У вас только все это началось. И уже спустя 2 года у вас уже витает в облаках переговоры, мирное решение и третье, десятое. Хотя весь мир вам помогает. Вот какие вопросы возникают. Может быть, говорят уже люди, что спецслужбы Украины готовят свое общество для того, чтобы нас просто убрать. Сделать нас таким разменной монетой, где можно хорошенько обменять на одного бойца сопротивления, вытащить своих пленных. Или что-то в этом роде. Все знают, что украинцы помогали Ичкерии, когда вы воевали с Россией. Честь и хвала тем ребятам с УНА-УНСО, которые приезжали в Первую русско-чеченскую войну. Их приехало несколько сотен, но осталось около 20. 20 человек. 20 человек помогли Украине, то есть 20, в данном случае до момента, вот если так временной отрезок взять, до момента выступления Карпенко с 94 года 20 человек, 20 украинцев сохранило честь и достоинство вашего народа до выступления Карпенко. После того, как Карпенко попытался облить грязью, очернить, унизить чеченский народ, весь тот труд этих ребят из УНА-УНСО, которые были в Первую русско-чеченскую войну, он просто испарился. И это благодаря Карпенко.
Золкин и Карпенко – это отдельный мир. Их так и нужно оценивать. Они мало имеют отношения ко всему украинскому народу. Я этого не заметил. Я увидел очень много комментариев со стороны украинцев, как я залил на несколько площадок свое видео, наблюдая все эти дни, подавляющее большинство украинцев поддерживают Золкина и Карпенко из-за того, что они работают на этом проекте. Мы не имеем ничего против этого проекта, но когда очерняют или пытаются очернить наш народ, мы категорически против этого. Вы даже себе не представляете, насколько сложно было Российской Федерации сделать сегодня президентом вот этого упыря. Вы себе не представляете, насколько. Сколько людей пришлось им убить. У нас есть семьи, где 5 братьев погибло. Погибло 6 сыновей, отец, дяди погибли. Понимаете? У нас целые поколения в могилу уходили. А нас всего лишь 1 миллион. Из этой миллионной части максимум 4000 воинов сражались с 250-тысячной группировкой войск, где была авиация. Вы знаете, сейчас мне не надо это вам объяснять. Вы знаете потенциал российской армии. Уже третий год российская армия показывает свой потенциал на территории всей вашей земли. Из нас всего лишь 1 миллион. Из миллиона сражалось максимум 4, в самое лучшее время 4000 воинов. 4000 воинов держало в страхе, в ужасе эту армаду. Они закончились, их убили. Подавляющее большинство погибло. Те, кто выжили, попали в плен. Вы видите, в каком состоянии спустя год возвращаются азовцы? Вы видите, в каком состоянии? А представьте, у нас есть ребята, которые 20 лет отсидели, 15 лет отсидели, 17 лет отсидели. Вы представляете, в каком они состоянии? Есть ребята, которые пожизненно сидят. Вы не знаете этого, вы не хотите это знать. Вы слушаете Золкина и Карпенко, которые без зазрения совести, ну как вам в рабстве говорит? Это смешно. Это очень низко с вашей стороны. Очень низко. Я даже не удивлюсь, если именно за вот эти слова Карпенко Украина проиграет. Именно за эти слова. За его высокомерие по отношению к геройскому чеченскому народу. Так, достаточно критики. Думаю, они уже поняли, где ошиблись. Были неправы. Там у них война, страсти, эмоции, все на пределе. Думаю, они учтут и сделают выводы. К сожалению, нет. Сегодняшнее видео Карпенко меня, честно говоря, взбесило. И очень жаль, что нельзя добраться до этого человека. Нельзя лично с ним поговорить. Я уверен, что одного разговора было бы достаточно для того, чтобы этот человек никогда в жизни больше не говорил бы ту глупость, которую он говорил в отношении целого чеченского народа. И любой чеченец, абсолютно любой чеченец, мечтает встретиться и с Золкиным, и с Карпенко. И спросить с них, по факту спросить за ту глупость, которую они говорят на весь мир.
Тут мне задали вопрос в чате, выступит ли Закаев по этому поводу. Я лично обращался к правительству Чеченской Республики Ичкерия и просил их дать оценку тем действиям, которые происходят со стороны Золкина и Карпенко. Как звали того героя Ичкерии, погибшего в Первую русскую чеченскую войну, его семье еще пенсию Масхадова? Челнов его звали. Позывной, я забыл его позывной. Челнов назначил ему, его семье. Я еще не слышал высказывания Амада Закаева по поводу этого. Я не видел. Так, видит Бог, все СМИ украинские смотрю каждый день, и каждый и их отношение к нам, мне стало наплевать на них. Вот вам комментарий от одного чеченца. Так, я повторяю еще раз. Уважаемые украинцы, мы, чеченцы, сопереживаем вашему горю, вашей трагедии. Никто в этом мире лучше, чем мы, чеченцы, не можем понять вас, в каком вы состоянии находитесь, что сейчас происходит на вашей родине и что с вами, возможно, может произойти. Никто, кроме нас, лучше никто, абсолютно никто. Ни одна европейская страна, которая вам сегодня помогает, ни Америка, ни кто-либо не в состоянии понять и осознать, только мы. И вы, благодаря вот этим Золкину и Карпенко, практически потеряли, можно сказать, вот эту поддержку, вот это понимание с нашей стороны. К сожалению, у меня с Маркусом связи нет сейчас. Человек на войне находится. Как только у меня появится связь, я однозначно попытаюсь посредством Маркуса связаться с Карпенко. Другие ресурсы я уже использовал. Мне сказали, что до него донесли это, до Золкина и Карпенко. Ответа не последовало. Да, сейчас они могут задрать нос, прикрыться украинским обществом, военными прикрыться. Да, могут. Потому что, потому что у них такая ситуация сейчас. Но никто, я не знаю ни одного практически человека, кому удалось от чеченского правосудия бегать долго. Даже Буданову это не удалось.
Да, biz Adam. Да, bizsin. Jim hal dik dat, weet ik. Zo'n deel. Door hal is het. Maar hal, Jim, geetje oude. На самом деле, украинцы, целое украинское общество, которое сегодня поддерживает этих двух персонажей, Золкина и Карпенко, вы делаете зло. Вы лишаете себя, свое общество поддержки чеченского народа. Я не знаю, не могу понять просто. Запад ближе к зиме заставит украинское правительство сесть за стол переговоров. Что вы тогда будете делать? Хм. Теперь Зеленский будет готовить документ, который он огласит в ноябре. Так что да, Конституцию Российской Федерации останутся за Россией. И именно эти украинцы, которые э, живут на оккупированных территориях, будут воевать против вас. В эфир. Сейчас немножко я отойду от основной темы. Каждый раз, когда я выхожу в эфир, каждый раз, когда я публикую то или иное видео, я узнаю что-то новое про себя. Что-то, чего действительно нет в моей жизни. Так и сейчас. Дим пробрал. Да, Адам. Все это к этому идет. Отрицать это глупо. Все к этому идет. Все идет к тому, что будут мирные переговоры. Украина не сможет. Так, украинцы далеко не глупый народ. Сейчас нужно в первую очередь победить Украине над фашистами из РФ. Абсолютно с тобой согласен. Да, нужно. Но одним махом, я не знаю, специально это сделал Карпенко, по заданию он это сделал, или по глупости своей сделал. Это уже сложно. Это он сам должен на это ответить. Вот. Но он сделал, он выбил из колеи, из вот этой колоды, которая может помочь Украине победить, выбил именно самых главных врагов Российской Федерации, чеченцев. Благодарите Карпенко за это. Повторюсь, Карпенко
облив грязью чеченский народ, снял ограничитель для чеченцев. И те чеченцы, которые сдерживали себя до этого, говоря, что Украина сейчас воюет с нашим общим врагом, мы не можем ничего им предъявлять, ничего говорить, мы должны им сочувствовать, переживать, помогать. Сейчас эти чеченцы, они говорят все по-другому. Какая нам разница? Да будь что будет с ними. Пусть они... Так, ладно, и чем вы тут грозите украинцам и лично Карпенко? Тем, что Карпенко вырос на пропаганде Российской Федерации. И вырос, он, став взрослым, участвуя в государственном проекте по военным пленным, он озвучивает уже, выдает свои, якобы свои мысли, выдает вот эту пропаганду, которая очень, оказывается, очень глубоко сидит. И в Карпенко, и во многих украинцах она сидит, оказывается. Мы даже не знали, что настолько сильно вы пропитаны российской пропагандой. Вот что мы говорим. Не в нашей привычке, не в чеченской привычке кому-то грозить. Мы очень терпеливый народ. И когда нас обвиняют в чем-то, мы сначала пытаемся разобраться. И только после этого принимаем какие-то действия. Так, а судьи кто? Кто вы? Мы чеченский народ. Тот самый народ, который дал вам, украинцы, фору в 25 лет. Для того, чтобы вы создали свое государство, институт власти, вышли на международный уровень, построили отношения с той самой Россией, которая нас уничтожала. Вот кто мы. Мы гордый чеченский народ, который противостоял больше 25 лет тому самому врагу, который сегодня пытается уничтожить Украину. Вот кто мы. Вы один, как можно от лица одного человека говорить за всех? Я представитель чеченского общества. Я разделяю мнение большинства. Вот флаг висит в моем кабинете висит флаг. Вот он. Этот флаг мне подарили воины украинцы, которые защитили свою родину в 2014 году. На этом флаге есть позывные, подразделения, имена бойцов, которые защищали родину, Украину. Вот он висит он. Он висит рядом с моим флагом, флагом моей родины. Я разделяю мнение большинства. И, как и большинство чеченцев, мы уважаем ваш флаг и ваше стремление сохранить вашу независимость. Но вы плюете в душу, глубоко в душу каждому чеченцу, кто сегодня повесил флаг у себя в кабинете, в главной комнате, в машине. Вы плюете в душу каждому чеченцу. И вы составляете какую-либо поддержку вам. А мы, в отличие от Европы, Америки, мы воевали с Россией. И мы знаем, из чего состоит российская армия. Вы поставили, грубо говоря, не на тех. И проиграете. Одному Буданову вы отомстили за 300 тысяч убитых. Вообще-то мы убили около 150 тысяч, около 150-170 тысяч русских. Плюс-минус.
в первые месяцы войны, Второй русско-чеченской войны, мы убили где-то 6-7 генералов. Генералов именно российской армии. А сколько генералов убила Украина? Сколько генералов вы убили за 3 года войны? Можете сказать? Я могу. За всю войну мы убили около 50 генералов российской армии. Даже больше, наверное, скорее всего. Офицерский состав, я даже не считаю. Пехоту, это вообще. Не имея никакой поддержки, мы умудрялись сбивать самолеты, вертолеты. Не имея никакой поддержки. Ни один патрон нам не дала ни Европа, ни Америка, ни кто-либо. Ни один патрон. Ни один цент никто нам не дал. Все вооружение, все вы можете даже посмотреть в Первую русско-чеченскую войну, как одеты наши бойцы. Как попало. Подавляющее большинство вышли на войну со спецовкой, которую они привезли с армии, советской армии. Вооружение, которое у нас было, боеприпасы, практически каждый патрон это трофейный патрон. То есть у нас есть много таких забавных случаев, когда бойцы пытались подбить танк так или БМП так, чтобы он не так сильно пострадал, для того, чтобы снять пулемет, вытащить оттуда боеприпасы, патроны. Получается, что ваши земляки все одинаковые. Это же бред. Начнем с того, что есть бедные и богатые. Вы из богатых? Я самый рядовой и самый простой чеченец. Из самых простых. У нас нет бедных и богатых. У нас нет такого класса у нас нет. Да, нам пытаются на протяжении 17 лет привить этот класс посредством ставленника Кремля Рамзана Кадырова. Нам пытаются это привить. Но как только, я даю слово, как только российская армия прекратит свое существование на территории Чеченской Республики, этот класс тут же испарится. Все деньги, которые у меня есть, я заработал вот этими руками. Вот, я работаю строителем, у меня строительная фирма. С вами воевали, наверное, ты хочешь написать, не на уничтожение, а чтобы взять земли вместе с народом. Если бы на уничтожение, то за неделю снесли бы и все. Сергей Александров, интересно, сколько тебе лет? Когда началась Вторая русско-чеченская война, мне было 18 лет. И я видел, как с одной стороны встала российская артиллерия на Терский хребет, с другой стороны, со стороны Ингушетии, полностью окопались российская армия, с третьей стороны, со стороны Дагестана, тоже в полях окопались. И где-то в ноябре месяце, с конца октября, можно сказать, они начали
И где-то до Нового года они просто интенсивно утюжили город. Просто Чечню утюжили. Били вакуумными бомбами, глубинными бомбами. Если это не уничтожение народа, то я не знаю, что такое уничтожение народа. После каждой бомбежки, выходя на улицу, перейти на ту или иную территорию, ты видел, как лежат тела убитых людей от очередной бомбежки, артобстрела. Не надо мне рассказывать вот эту ерунду. Я видел своими глазами все, что творилось у нас дома в Чечне. Мне ты не продашь эту ерунду, которую ты пишешь. И честно говоря, вот я сейчас хотел бы в прямом эфире хотел бы обратиться к украинцам. Сколько миллионов выехало за пределы вашей родины? Молодых парней. Сколько миллионов выехало? Из 30 украинцев, которых я здесь в Финляндии знал, всего лишь 2 человека переживали за родину. Остальные все говорили, это не наша война, это договорная война, плевать на эту войну, пусть там сами умирают, это я не должен там. Из 30 двое только переживали за свою родину. Это уже о чем-то говорит. Так, наверное, нужно серьезно прочитать этот комментарий. Это очень интересно. Некоторые политики в Москве сливали Басаеву информацию о передвижении узких солдат и техники и снабжали оружием. Не рогаткой же вертолеты сбивали. Ты себе это представляешь? Сидит какой-то политик в Москве, да? У него есть прямая связь с Шамилем Басаевым. Как он с ним связывался? Скажи мне. Ты думаешь, тогда был WhatsApp? Или Skype тогда был? Или Шамиль Басаев с проводом ходил по лесу, по горам? Как ты себе это представляешь? Скажи мне. Вот тут пишет под ником украинец пишет. Украинец его. Ник у него здесь. Он украинец пишет. От... Я честно скажу тебе, друже, я очень хорошо это понимаю. И это понимает подавляющее большинство чеченцев. Смотри, я прочту твой комментарий. Армия России может прекратить свое существование на вашей родине только при победе Украины. Ты думаешь, мы этого не понимаем, что ли? Или мы просто так повесили ваш флаг у себя? Им вот эта волна пошла в Европе, да, везде ваши флаги, вас все поддерживают, везде вас Вот вы думаете, мы для понта или для того, чтобы хайпануть, или что? Для чего мы это делаем, скажи мне тогда? Мы очень хорошо понимаем, что победа Украины – это залог победы нашего края. Но ваш Золкин и Карпенко делает все для того, чтобы такой, как я, снял этот флаг и перестал просто смотреть в сторону Украины, и чтобы им было наплевать. Разберитесь с ними и сделайте так, чтобы никогда в жизни ни Золкин, ни Карпенко, ни такие, как они, не говорили и не лили грязь на чеченский народ.
Так, на эмоциях, в гневе не наговори обидное в адрес Украины. Слово может сильно задеть украинцев, как и тебя задел. Украинцы в ответ могут же сказать нам, что Кадыров, Рамзан наш, и что они уже это делают. Карпенко уже это сделал. Карпенко поддерживает много украинцев. Зайди на мой канал, где видео обращения к Золкину и Карпенко. Почитай комментарии. Ты увидишь 1000 с чем-то комментариев в поддержку Золкина и Карпенко. И лишь маленькая толика украинцев понимает сути происходящего. Только маленькое. Подавляющее большинство. Так, я уже писал здесь в комментариях. Сделайте общий эфир. Я только за. Я даже сегодня отправил сообщение, чтобы они связались со мной. Я за, однозначно. Более адекватного чеченца у них в жизни не будет. Так что у них есть шанс исправить положение. На самом деле у них есть шанс, связавшись, выйдя на эфир со мной, у них есть шанс исправить положение. А вот это снежный ком. Реально. Они не осознают. Они думают, что сейчас они выпустят какой-то разоблачающий ролик про Рамзана Кадырова или про какого-то кадыровца. Это спасет положение. Нет. Карпенко нужно просто набраться мужества, смелости, выйти в эфир и сказать: чеченский народ, я прошу прощения у вас. Когда я говорил там это, я сказал лишнее, простите меня. Этого достаточно. Не-не-не, у меня в руках вот кинжал. Кинжал упал. Флаг висит. Он будет висеть, иншалла. Так, Карпенко ответил на ваши претензии. Он сказал, что скоро выпустит материал, после чего все будет понятно. Я даже догадываюсь, примерно могу сказать, какой материал он выпустит. Он сделает еще хуже. Ему не нужно было никакой материал делать. Я еще раз говорю, тут нужно понимать ментальность чеченцев. Чеченскую ментальность нужно понять. Нам не нужны разоблачающие материалы. Он ничего нам не докажет. Он нам и каждый раз будет доказывать обратное. Ему нужно реально просто выйти в эфир и сказать: чеченский народ, извините меня, я ничего против вас не имею. Olá, Adam, пока царя Дуак Цедали, чайшон, сомон, бот и диза.
Saçma двойна царь. Твоим аларам, и что датсон, отсон комментарий, и отсон тихич бол, цали задештек ядемадо, бола ирч халдуе, цан агор, ويخ يا قيتا يا قين هيتم يا تام ويغ اور اوزر دات تاهم دات تير اشتر دادو دا رحال قيج او خردوين بقصون. Так, они на чеченцев наезжают, да, они выдавали что-нибудь. Да, конечно, я это знаю. А, очень сложно понять, а тем более простить украинцам за то, что они выдали одного из бригадных генералов, выдали Российской Федерации одного из наших бригадных генералов, Абдулмалика Межиева. Они его выдали, его и его сына выдали, тайно выдали, передали на границе, из рук в руки передали, которого с его сыном спустя неделю убили. Да, чуть не выдали Осмаева. Им повезло. Очень много людей, международных организаций, очень много всего случилось, чтобы его не передать. Но если бы ничего этого не было, украинцы его передали бы. Мое личное мнение, что украинский народ и народ Ичкерии действительно дружеские, братские отношения. Это да, это факт, это есть. Но вот эти два персонажа сегодня сделали зло. И вместо того, чтобы вы, украинцы, поговорили, разобрались с этими людьми, вы их поддерживаете. И провоцируете еще больше украинцев для того, чтобы они лили грязь, продолжали лить грязь на чеченский народ. Тем самым задеваете таких чеченцев, как я. То есть вы задеваете именно тех самых чеченцев, которые всей душой за вас болеют, переживают, помогают. А мои братья сегодня находятся на линии фронта. Бок о бок сражаются с украинцами за украинскую независимость. Отстаивают, помогают, делают все возможное. Каково им выслушивать Карпенко? Вот представьте, ваши бойцы в ограниченном контингенте находятся на территории Чечни, мы воюем. И какой-то чеченец начинает лить грязь на ваш народ. Как вы будете относиться? Мы-то ладно еще как-то пытаемся понять и ждем, пока Карпенко и Золкин принесут свои извинения нашему народу.
Но вы-то не стали бы ждать. Вы бы прислали представителей, сказали бы вашим воинам собраться в течение там определенного времени, и вы бы забрали бы ваших воинов с нашей земли. Именно так вы и сделали бы. Я первого украинца у себя в центре на минутке на российском танке увидел. Володимир звали, но я никогда не говорил, что украинцы с нами воевали. Кстати, да, это отдельная тема на самом деле. Опять-таки, я к украинцам обращаюсь. Это отдельная тема. Подавляющее большинство офицерского состава российской армии, которая воевала с нами, были украинцы, этнические украинцы. Но нам даже в голову никогда не приходило. Мы сейчас, вы сами заставили, то есть Золкин и Карпенко заставил чеченцев вспоминать, что тот офицер, тот солдат, тот преступник военный был украинцем. Понимаете? Вот что произошло. Вот что вы делаете. Вот что сделал Карпенко и Золкин. Мы никогда, мы как бы тот, кто одел российскую военную форму, для нас российский военный. Но вы, вот этот проект, вот этот Золкин и Карпенко, они вычленяют из российских солдат, делают вот этого чеченца, вот этот там ингуш, вот этот башкир и третье, десятое. Вместо того, чтобы их нужно оформить в одну форму, российскую форму их нужно оформить, и вот в этой форме их оставить. И знаете, чего я сейчас опасаюсь? Мое поколение помнит, когда равнина была оккупирована, это 2000-е, 2001, 2002, 2003, 2004 года, это такая оккупация, где вот день за ними, ночь за нами. И на той или иной улице, ну, на дороге, ставили, ну, их подрывали, убивали, уничтожали, им не давали житья на самом деле российской армии на территории всей Чечни. Им было очень жарко на самом деле. Даже в самое холодное время им было очень жарко. И там эти военные, они ставили кресты. Ну, типа, там, какой-то там Сергей убит там, или там, не знаю, какой-то Володя там убит. И мне не хочется это говорить, но если подавляющее большинство фамилий было это украинские, вот что примечательно. Понимаете? И вы должны понять, украинцы, что поддерживая Золкина и Карпенко в поливании грязь, обливании грязью чеченский народ, вы заставляете нас вспоминать вот такие вещи. А это на руку нашему общему врагу. Но если мы сейчас это не будем озвучивать, вы будете верить, что вы правы и имеете право дальше давить чеченский народ. А мы никоим образом не можем позволить ни вам, ни кому-либо лить грязь на наш народ. Наш народ очень много горя натерпелся за эти последние 30 лет.
в завершение эфира я хочу сказать, я искренне желаю победы Украины, искренне желаю, чтобы Украина вернулась к границам 91 года, а также я желаю, чтобы Украина послужила тем самым фактором, который заставит развалиться Российскую Федерацию. Тем самым поможет чеченскому народу обрести свою независимость. Я также искренне надеюсь, что украинцы, послушав меня, других чеченцев, перестанут сравнивать меня и такого, как я, чеченца, с кадыровцами, ставить нам в укор Кадырова и что-то в этом роде, и еще поставить, когда вам скажут, пройдите тот путь, который прошли мы. Вот тогда и поговорим. Вы не прошли еще. Вы только 3-й год воюете с Россией. Мы более 25 лет воевали с Россией. Вот. Поэтому я искренне желаю победы Украине. И надеюсь, что украинцы сделают так, чтобы Золкин и Карпенко вышли в эфир и извинились перед чеченским народом. Мы не требуем от них, мы не требуем их крови, мы не требуем расправы, линчевания или что-то в этом роде. Мы просто требуем справедливости. Вот. Этим мы всегда отличались от этого мира. И будет справедливо с вашей стороны, если Золкин и Карпенко извинится перед нами, перед чеченским народом. Если же этого не случится, вы своими глазами увидите, что чеченцы от вас отвернутся. А тогда вы точно проиграете в эту войну. Вот, на этом я завершаю свой эфир. Всем всего хорошего.